Уйгуры Монгольской империи. Юань-Ши. Хроники династии Юань. Том 134. Жизнеописание 21. Уйгур Жень Цзу. Академик Ханлинь, составитель истории Монгольской империи. Тан Жень Цзу, второе имя Шоу Цин, уйгур, деда звали Таргуч Тангуч-Жи, его потомки, следуя ему, взяли фамилию Тан. Изначально, когда уйгуры всей страной изъявили преданность, Таргуч поступил на службу к Чингисхану Тай-Цзу. В то время ему было 17 лет. Затем Чингисхан рекомендовал его Талую Жуй-Цзуну, сказав: «Таргуча можно назначать на важные дела». Талуй не успел его использовать, императрица Сархахтани Бекич Жуаншин назначила его Даругачи наместник. Его отец Цзи был смелым и открытым, любил стрельбу и охоту. После вступления на престол Хубилай Ши Цзу приказал Цзи стать Битикчи в резиденции наследника сына Юй Цзуна, а затем повысил до Даругачи. Жень Цзу с юных лет был сметлив и проницателен. После смерти отца мать учила его читать книги, он овладел различными языками, особенно глубоко изучил музыку. В начале эры Чжунтун в 1260 году был издан указ, чтобы все знатные роды дали своих сыновей хану. Император лично проводил смотр и, увидев Жень Цзу, сказал: «Это разве не внук Таргуча? В его уме нет сомнения». Повелел обучать государственной письменности. В шестом году Чжиюаня 1269 год Центральный секретариат избрал его в должность монгольского секретаря Юань. В 16 году Чжиюаня 1279 год он проводил учет заключенных в Пиньяне, оправдал и спас от смертной казни 17 человек. В 18 году Чжиюаня 1281 год был назначен Чжихэй Сюэшиша ученым Академии Ханлинь. В то время Центральный секретариат докладывал о долгах по деньгам и зерне по округам Чжиндин и Баодин, которые годами не решались. Жень Цзу был послан проверить эти дела, все они оказались еще времен Чжунтуна. Он немедленно возвратился и доложил, чтобы долги отменили. Был переведен в заместителя министра работ, затем назначен Ланчжуном, начальником правого управления секретариата, возведен в Цяньи Шаншу Шэнши, советник департамента государственных дел. В то время канцлер Санго держал власть, его могущество было в самом разгаре. Жень Цзу в обсуждениях не отступал, многократно перечил Санго. Это считалось опасным. Но Жень Цзу был невозмутим, переведен на должность министра работ. Санго, считая управление ведомством тяжелым, особенно изнурял его. Но Жень Цзу справлялся спокойно. Вскоре его отправили с миссией в Юньчжун. Санго проверял выполнение ткацкого производства в ведомстве, и оно немного замедлилось. Санго разгневался. Нанесен ущерб годовым потребностям государства. Он поспешно выслал гонца за Жень Цзу. Когда Жень Цзу пришел в резиденцию канцлера, Санго велел чиновнику немедленно отправиться надзирать за производством. Дополнительно еще и ускорил срок, сказав: «При нарушении срока непременно передам тебя под суд по закону». Чиновники вокруг испугались. Жень Цзу, выйдя, созвал начальников отделений и спокойно сказал: «Гнев канцлера обращен на меня, а не на вас. Вам нечего бояться, нужно только усердно трудиться». Люди были растроганы, удвоив усилия, работали днем и ночью. Еще до срока дело было завершено, и Жень Цзу освободился. Позже Санго был заключен в тюрьму. Вышел императорский указ послать Жень Цзу описать его имущество. На следующий день Санга, благодаря поддержке приближенных, был освобожден. Увидев это, чиновники, описывающие его дом, пришли в ужас и, смотря на Жень Цзу, сказали: «Можно ли снова гневить могущественного разъяренного тигра?» Они перелезли через стену и сбежали. Только один Жень Цзу не дрогнул. В конце концов Санга потерпел крах. В 28 году Чжиюаня 1291 год он был назначен Ханлинь Сюэшиши Чэньчжи, главный академик Ханлинь и Чжун Фэндафу. В Лияне был голод. По указу вместе с приближенным Суге и левым канцлером Синду он был отправлен раздавать помощь. Синду хотел раздавать продовольствие согласно переписи по количеству душ и размер пайка, в зависимости от возраста. Жень Цзу сказал: «Так нельзя. Те, кто тогда были малыми, теперь уже взрослые. Нужно выдавать по взрослым душам». Синду сказал: «Хочешь приобрести доброе имя, а меня вергнуть в дурное?» Жень Цзу усмехнулся: «Добро и зло про нас двоих люди и так уже хорошо знают. Неужели я именно теперь стану искать себе имя? Я лишь знаю, ради государства заботиться о народе, так чего ради беспокоиться о твоих словах». В итоге раздавали по нормам для взрослых. Вскоре Жень Цзу был назначен Тунфэн Дафу старшим чиновником, управляющим ведомством строительных работ. Когда Тимур Чен Цзун взошел на престол,
Он возвел Великую Мать, старшую супругу Юань, в титул императрицы-вдовы. Так как Жень Цзу хорошо писал, ему особо доверили тексты указа о возведении императрицы. Затем он был назначен надзирать за изготовлением шелкового портрета Хубилая Ши Цзу. Через 3 года работа была завершена. В 5 году эры ДД 1301 год снова был назначен главным академиком Ханьлинь, Цзишань Дафу, заведующим составлением указов и одновременно редактором и составителем государственной истории Монгольской империи. Скончался от болезни в возрасте 53 лет. Был пожалован титулом Жунлу Дафу, Пинч Женши, верховный сановник, посмертно возведен в титул князя Хуань с почетным именем Вэньчжэн.